эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Якутии переселят свыше 12 тысяч человек. Главам районов республики поручено получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября. Сильный снегопад прогнозируют в 2 районах Якутии сегодня. До конца этого года из аварийного жилья расселят 12 тысяч якутян. Об этом сообщил глава республики. В регионе ведется активная работа по этой программе. До 2025 года планируется расселить более 1 миллиона квадратных метров аварийного жилищного фонда. По итогам этого года уже 12 тысяч человек были расселены в новые дома или получили денежную компенсацию. На сегодня отставания от планов работ нет. Айсен Николаев отметил, как в сельских территориях, так и в городах Якутии стройка продолжается. Вводятся десятки многоквартирных домов. Программа переселения граждан будет продолжена и в будущем. Тем временем Ленск лидирует по количеству самого большого объема аварийной жилплощади в республике после столицы Якутии. Это 123 тысячи квадратных метров или 220 домов. Таким образом, 2300 семей будут расселены в ближайшую пятилетку, пока Ленск справляется с поставленными задачами. Ежегодно там появляются по несколько новых многоэтажных домов в рамках программы переселения. Накануне долгожданные ключи от новых квартир получили 20 семей. Сюжет Анны Кожевниковой. Просторный, комфортабельный, а главное новый и в центре города получили квартиры ленчане сегодня в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», который успешно реализуется на территории Ленска при кураторстве главы республики. Для многодетных семей Соловьевых и Мельник этот день стал одним из знаменательных за последние десятки лет. Условия их жизни давно не соответствуют никаким санитарным нормам и требованиям пожарной безопасности. Так Светлана Соловьева с супругом приняли решение арендовать жилье, пока не получат новое. В 2013 году мы отсюда уехали. Дочка родилась младшая. Тут холодно, я боюсь оставлять их здесь. Потолок упадет, придавит целыми днями на работе. Воды тут горячей нету, с отопления сами берем, проводим. Хотя ее нельзя оттуда брать и пить. Мы ей и моемся, и посуду моем. Все. Холодную воду года 2-3 назад только провели. Так в бочке. На улице бочки, водовозку заказываем, заливаем, таскаем. А зимой в 50 градусов на полу. Полы помоешь, льдом покрываются. Дети в валенках все время ходили. Я им обрезала, как тапочки делала. И в одежде спали. Ко всему прочему, аварийное жилье находится в промбазе, откуда сложно выбраться, не имея личного автотранспорта. Путь до остановки не близок, и на каждом углу подстерегают собаки. И добираться детям в школу очень далеко, особенно вот маленьких приходится ходить, встречать каждый вечер. Я ребенка встречаю со школы, чтобы всякое бывает здесь, такой райончик не очень. Дома были признаны аварийными в 2016 году. Если некоторые не выдержали таких бытовых условий и переехали, то большинство справлялись с канализационными потопами, прохудившимися полами и заваливающимися стенами самостоятельно. И сегодня их радости нет предела. Очень рады. Мы жили там на доке. Туда ни на автобусе не попасть, это раз в год там, да. А тут с ребенком можно выйти погулять спокойненько. Это, можно сказать, центр города. Это первое новоселье участников программы переселения в этом году. Пока счастливыми обладателями новой жилплощади стали 20 семей, но за годы действия программы их уже сотни. Начиная с 2012 года у нас построено 15 новых многоквартирных домов. 24 дома мы уже снесли полностью аварийных. То есть сегодня программа реализуется в полном объеме. 2 новых высотки выросли в современном квартале в центре Ленска по улице Якутской. В ближайшие 4 года расселят 8 тысяч человек, а это 1/3 часть населения города. Это значит, что сотни окон засветятся в будущих изящных многоэтажках Ленска. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Районы Якутии должны получить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 ноября. Такое поручение дал Айсен Николаев руководителям районов. Он отметил, что от бесперебойной работы предприятий энерго-, тепло- и газоснабжения зависит вся жизнедеятельность региона. Вопрос безаварийного прохождения отопительного сезона является крайне важным. В этом году отопительный сезон стартовал своевременно во всех 36 районах Якутии. Однако на сегодня паспорта готовности от
отсутствуют у Ленска и 23 муниципальных образований. Кроме того, Министерству ЖКХ и энергетики республики поручено совместно с ресурсоснабжающими предприятиями обеспечить на местах необходимый запас топлива. Проверили более 20 домов за неделю, выдали 3 предписания об устранении нарушений. Сотрудники «Алросагаз» следят за газовым оборудованием в селе Тасюрях, чтобы предотвратить утечки. Среди работников специалисты с многолетним стажем. Один из них рассказал нашим коллегам о сложностях работы газовика. С газом в деревне, конечно, очень хорошо, очень удобно. И вот когда даже света нет, мы можем там себе пищу приготовить. Газ в доме – счастье для Ульяны Поповой и ее односельчан. С приходом голубого топлива быт жителей Тасюряха изменился. Настолько, что и печь топить теперь не нужно, и дрова на зиму заготавливать соответственно тоже. В селе газ провели в 2002 году. Спустя почти 20 лет газифицировано 70% домовладений. За бесперебойной подачей топлива в дома следят сотрудники «Алросагаз». Если замечания, надо записать замечания. И особое внимание на шкафные задвижки номер 1 и номер 2. Это обязательно. Небольшая инструкция перед сменой. Игнатий Савинов распределяет работу между слесарями. От слаженной работы зависит, будет ли в домах тепло. Главное, следим за давлением газа, чтобы заданное давление попадало потребителю. Ну и как бы текущим ремонтом занимаемся. Раз в год мы делаем текущий ремонт и техобслуживание. Игнатий Савинов в газовой службе работает больше 20 лет. Он уверен, здесь случайные люди не задерживаются. Главное в работе газовика – ответственность. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы по вызову. Да, я звонил, меня пропускает газ на печке. Все, посмотрите. Проверку газового оборудования нужно проводить регулярно, минимум раз в квартал, чтобы оборудование работало исправно и не создавало угрозы жизни домовладельцев. Сегодня сотрудники «Алросагаз» обслуживают около 100 домов, но скоро работу газовиков прибавится. По плану еще 30 домов должны подключить к газу. Ивана Филиппова, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». На городской свалке в конце сентября в тестовом режиме запустили пункт весового контроля. Как сообщили работники полигона, установка этого оборудования сделает весь процесс вывоза и захоронения отходов более прозрачным. На полигоне установлены платформенные весы, которые позволяют взвешивать машину целиком и высчитывать массу привезенного мусора автоматически. Взвешивание производится на въезде и перед выездом на полигон после выгрузки отходов. Данные весов фиксируются в специальной программе. Максимальный принимаемый вес до 40 тонн. Установку весового контроля и программное обеспечение произвел региональный оператор якутской кассети. Тестовый режим у нас ориентировочно будет проходить до 20 ноября, так как в тестовом режиме мы хотим зафиксировать низкие температуры за 30 градусов. Да? После этого у нас будет утвержден тариф. Сейчас в данное время мы берем в кубических объемах, а потом, если после тестового режима все будет нормально, допустим, наладочная работа в низких температурах, мы будем проходить в килограммные тонны. На сегодняшний день из Минжиха Республики Саха-Якутия и из Госконцерна идут работы насчет определения тарифов по весовому контролю. В Якутске восстанавливают бывшее здание Дома казначейства 1909 года постройки. Там сейчас размещена галерея зарубежного искусства Национального художественного музея. Объект культурного значения ремонтируют в рамках федеральной программы развития культуры и туризма. Каменное здание Якутского областного казначейства – это один из сохранившихся домов дореволюционной постройки в Якутске. В конце 80-х объект был заброшен, только в начале 2000-х его восстановили. Сейчас ведут отделочные работы, по окончании которых галерея зарубежного искусства распахнет свои двери в обновленном виде. На сегодняшний день уже как бы завершающий этап. Ведутся работы по отделочные работы, и в данное время идет монтаж системы видеонаблюдения, сигнализации и пожаротушения. Подлежало реставрации, здание старое. Поэтому полностью сделали фасад, реставрацию сделали и закончили благоустройство. Ну, проблемные места были, где кирпичи где-то отошли и так далее. Все полностью восстановили.
Базу данных о состоянии вечной мерзлоты создадут в Якутии. Ее в открытом доступе планируют разместить в следующем году. База данных может быть полезна для территориального планирования, проектирования зданий и сооружений, реализации промышленных проектов. По мнению ученых, карта и база данных позволят прогнозировать скорость таяния мерзлоты, а также определять возможность развития негативных процессов для инфраструктуры. Предполагается, что новая система мониторинга мерзлоты будет состоять из нескольких уровней – федерального, регионального и муниципального, а также уровня недропользователей, компаний, которые разработают месторождения в Арктике. Синоптики прогнозируют местами сильный снегопад сегодня в Ленском районе, днем в Усть-Майском. В столице республики ожидается небольшой снег, ветер северо-западный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем составит -11, -13 градусов. Завтра на западе, юго-востоке Якутии, Ваймиконе и Колыме будет умеренный снег. На побережье Арктики порывистый ветер до 15-20 метров в секунду по земке. Температура воздуха ночью -19, -24, при прояснении -25, -30. Днем -15, -20, местами -8, -13. На западе 12 ноября ночью и днем -3, -8, 13 ноября ночью -10, -15, днем -5, -10. На северо-северо-западе Верхояние ночью -30, -35 градусов, днем -22, -27. Ленск, одним из первых городов республики, начал подготовку к Новому году. Несколько дней работники управления культуры разбирают новогодние украшения, проводят ревизию, решают, какие конструкции установить в первую очередь. Так, первыми на площади Ленина установлены светодиодные колонны в якутском стиле. Работы велись 2 дня, планируют осуществить пробное включение. В ближайшие дни начнут установку новогодней ели, все работы завершат до 25 ноября. Кроме новогодней ели мы также все инсталляции разместим. Это у нас ворота светодиодные, это у нас сани со снеговиком. Кроме этого мы планируем инсталляцию, которую мы ежегодно устанавливаем в нашем сквере. Новогодний шатер, да, в котором мы устанавливаем и оленят, и кресло Деда Мороза. В этом году мы еще приняли решение подготовить еще дополнительные 2 инсталляции. Они будут тоже светодиодные, и мы их разместим рядышком со снеговиком. К этому часу у меня вся информация.